я вижу по телевизору там размещенному, что по Евроньюз показывают, как ОМОН бьет людей. И вот это было первое самое глубокое разочарование, состояние какого-то шока. То есть я, по сути, еще школьник, вообще не ожидал такого. И я понимал, что это вот происходило там 2 часа назад там, не знаю, в километре от меня. Это было страшно. Мне вообще было такое ощущение, я приехал в родной город, и мне казалось, ну, типа, почему люди, которые есть в автобусах, там хотя бы не обсуждают это, почему все не возмущены. А был обычный день. У эфіры Белсату серыя перадачаў «Размова Вокс Популі». Ведучыя Віталь Цыганкоў і Святлана Калінкіна. Вокс Популі – гэта голас народа. І мы запрашаем на нашу размову людзей, якія ў гэтай выбарчай кампаніі даволі выразна і актыўна выказалі сваю грамадзянскую і палітычную пазіцыю. І сёння наш госць Максим Паршута, які папрасіў прадставіць яго як неабыякавага грамадзяніна. Добрый дзень. Здравствуйте. Добрый день, Максим. Год назад были парламентские выборы. Да. И ничто не сведчило про тое, что грамадство неяк абуджаецца, цікавіцца палітыкай. Наадварот, усе эксперты адзінагалосна казалі, няма ніякай цікавасці, у краіне няма палітыкі, ну і, адпаведна, няма пра што гаварыць і думаць. І вось раптам прэзідэнцкая кампанія, раптам зусім іншыя настроі. Асабіста для вас, што змяніла настрой? Мне очень нравится, что в политику лидерами пришли люди, которые не связаны с такой классической оппозицией, и на которых хочется равняться, за которыми хочется идти. Вот, мне кажется, это основная причина. А что не так с классичной оппозицией? Чему яна не могла зацікавить людей? Я тут боюсь, конечно, кого-то обидеть, но есть ощущение, что в какой-то момент вот эта классическая оппозиция с БЧБ, погоней и всем остальным стала какой-то... Есть такое не очень хорошее слово «зашкварный», да? И мне кажется, вот это произошло. То есть она стала маргинальной, людям стало, не интересующимся политикой людям стало как-то боязно, ну, типа, это не мое. Вот, мне кажется, такая причина. Ну, а як вы праявілі себе падчас гэтай кампаніі, што стала штуршком і як гэта актыўнасць ваша в чым выразілася? Ну, во-первых, мне понравились новые лидеры. Виктор Бабарика, Цепкало. Очень классно смотрелось. Вот, то есть это были те люди, которым я поверил, что они могут что-то изменить, что это классные новые люди, которые точно справятся. Вот, я сразу вступил в инициативу «Честные люди». Я подписался в инициативную группу референдума и пытался попасть в избирательную комиссию, походил по соседям, познакомился со всеми, собрал все нужные подписи, подал заявление, но, к сожалению, только 2 человека проголосовало за меня и 6 против, поэтому не получилось. Вот. Что это за спектакль? 2 человека за проголосовало. Это нечто незвычайное. Оно действительно... Нет, это достаточно типичная история, насколько я смотрел, что просто были люди... Ты четко знал, кто проголосует за тебя, а кто против. Там просто 2 человека сидели, они постоянно поднимали на независимых людях за, а 6 остальных против. Вот. Максим, а у вас сапраўды была надзея, што вось гэтым разам неяк па-іншаму будуць фарміравацца выбарчыя камісіі? Ці гэта быў такі, ну, спорт? Моя справа паспрабаваць, а хай футболить? Ну, честно, да, я думал, что меня могут допустить. Скорее я надеялся на какой-то случай. И мы знаем, что там человек 12, да, из 1000, которые подавали, все-таки допустили. Но... Прикинуться звычайным человеком, а не неким активистом, так? Ну, можно было на это различивать, в этом был шанец, так? Мне кажется, вот это как раз разграничение на каких-то активистов и обычных людей, вот оно и мешало долгие годы, мне кажется. Потому что когда ты активист, это там какая-то ответственность. Когда ты обычный человек и просто тебе хочется поучаствовать в политической жизни страны, ты не хочешь себя называть оптимистом или вообще вешать на себя какой-то ярлык. Ты просто хочешь помочь, что-то изменить. Вот. И да, мне казалось, что это возможно. Понятное дело, что чем больше приходило всяких разных новостей про посадки людей, про какие-то жесткие разгоны мирных акций, конечно, оптимизма было меньше, но все равно я смотрел, да, держал для себя кулачки, что
могло получиться. А вось калі вы пайшлі па суседзях збіраць подпісы за ваше вылучэнне, іх рэакцыя якой была? Слушайте, первое вообще главное впечатление, это когда я вышел из подъезда и пошел собирать подписи, я встретил еще 2 компании людей, которые тоже ходили и собирали. Вот в этот момент я подумал, что у нас все получится. Вот. Реакция была разная. То есть кто-то охотно соглашался и ставил подпись вообще без проблем. Кто-то спрашивал, за кого я собираю подписи. Приходилось объяснять, что не за кого. Один случай был интересный, что двое соседей, пара, сказали, что если я вдруг буду считать нечестно, то со мной потом разберутся. Вот. Это было интересно, да. Вот. В целом люди довольно охотно ставили подписи. И насколько я вижу там и по чату честных людей, и по тем знакомым, которые тоже собирали подписи, их было довольно много, в целом это можно было быстро сделать. Нам таксама вядома, што зараз ёсць ініцыятыва людзей, якія, ну, скажем, айцішнікі, кампутаршчыкі, нейкім чынам, ну, наладзіць менавіта такі тэхналагічны кантроль за сумленным галасаваннем, і вы да гэтых колаў маеце нейкае дачыненне. Раскажыце нам. Ну, да, я работаю в IT-компании, хотя сам никак не связан с кодом и так далее. На самом деле, я, к сожалению, не очень верю в историю про какой-то цифровой подсчет, по той простой причине, что это сложно. Это очень огромная система. И развернуть ее для такого количества людей, как-то объяснить им, что нужно не только проголосовать, но и добавиться в какую-то систему, мне кажется, это сложно. Плюс явно это не будет аргументом для власти и не поможет. Возможно, как дополнительный источник подсчета и какого-то подтверждения, что люди голосовали вот так, да. Но в целом, мне кажется, это классная активность на будущее, но конкретно на этих выборах это вряд ли поможет. Так, чым сутнасць гэтай актыўнасці ініцыятывы? Што айцішнікі хочуць такого придумать? Насколько я знаю, что разные группы проводят либо хакатоны, который даже был организован штабом Цепкала, да, и поддержал его штаба Барика и Тихановской. Они проводят хакатон. Формат примерно понятен, наверное, да? Когда команды собираются и вместе придумывают какое-то решение за короткое время. Брейнсторминг. Да. Только на хакатоне вы еще и делаете что-то, не только придумываете. Вот. Плюс, насколько я знаю, просто независимо от хакатона, какие-то люди обсуждают это и возможную реализацию. Вот. Как-то так. То есть... Вы працуеце ў буйной IT-кампаніі, і таму і пытанне такое. Вось у гэтым асяродку абмяркоўваецца тэма выбараў, тэма кантролю за выбарамі, магчымасці тэхналогій сучасных. Ці падыход такі: у дзень выбараў вырубяць інтэрнэт, таму можна ехаць, адпачываць, і я ведаю, што ёсць у парку высокіх тэхналогій такія кампаніі, якія літаральна на гэтыя выбарчыя дні вывозяць людзей з краіны проста на адпачынак за межы Беларусі. Я не слышала таких. Но по тем специалистам, с которыми я общаюсь в каком-то ежедневном формате, мои друзья, я вижу, что нет, люди хотят что-то изменить, они хотят что-то придумать, чтобы голоса считались честно. Либо хотя бы фиксировать как-то, какое реальное количество голосов отдали за того или иного кандидата. Айцішнікі па-ранейшаму застаюцца для значнай часткі, скажем, беларускага насельніцтва, нейкай такой загадкавай ледзь не касты, якая, па-першае, мае даволі высокія доходы, па-другое, жыве нейкім загадкавым жыццём, не зусім можа быць беларускім. Наколькі, па-вашаму, такі міф распаўсюджаны, наколькі айцішнікі на сёння, скажем, палітызаваны? Вы можаце вымерыць гэтую ступень палітызаванасці ў параўнанні з мінулымі гадамі? Я бы вообще не делил людей на какие-то касты. Да, очевидно, что у айтишников сейчас, к сожалению, выше зарплата, чем у других людей. Я говорю «к сожалению», потому что, по-хорошему, у других людей должна быть такая же высокая зарплата учителей, врачей и всех остальных, как мы это видим в Европе или в других развитых странах. Вот. Если говорить о политизированности какой-то, я бы тут точно не делил. Насколько политизировано все общество, настолько и отдельные его части, как там айтишники, не айтишники. Естественно, люди интересуются, как и многие сейчас. Деятели культуры какой-то, креативный класс. Ставленне кампаніі да палітычнай актыўнасці. Слушайте, ёсць нейкія абмежаванні ці не маці? Гэта справа кожнага чалавека. Корпоративная такая, какая в этом сенсе? Смотрите, тут зависит от компании, конечно. И из того, что я встречал, в основном компании, и мне кажется, это правильная позиция,
относится к этому нейтрально. Если сотрудник хочет проявлять свою активную гражданскую позицию, как-то участвовать в политических процессах, ну, отлично. Если это никак не вредит рабочему процессу, то есть если он исправно ходит на работу, выполняет задания и все остальное. Но мне кажется, так же и в любой сфере. Ну, калі там Вам так толькі супрацоўніка падаецца, у нас Міністэрства надзвычайных сітуацый, ну, каля да. чаргі злавілі, скажем, за то, што стаяў ў чарзе Согласен. ў краму. Его і выніку так атрымалось, што зволілі. Таксама могуць зволіць, умоўна скажем, і настаўніка, які выбарчай камісіі. Да. Але в IT-кампаніях такого не бывае, в принципе. Ну, не бывает, наверное, давайте расширим чуть это в любой частной компании. Да. Вот. В этом случае, да, конечно. Как и в любой частной компании, айтишника вряд ли уволят, если он проявит свою гражданскую позицию. Што будуць рабіць сумленныя людзі далей? У выбарчыя камісіі не ўключылі, назіральнікаў колькасць на участках для галасавання будзе абмежаваны, наўрад ці ўдасца ўдзельнічаць. І што Звучит так. рабіць сумленным людзям? Переходить на выборы в день выборов, голосовать за того кандидата, за которого хочется, и защищать свои голоса. Якім чынам? Вы як Тихановская говорите. Я думаю, слово амаль. это в целом позиция всех людей, которые не хотят... Что от Тихановской, наверное, хотят услышать? Чтобы она позвала людей на площадь? Ну, возможно. Но это же очевидно, что нельзя так говорить. Так проще любого человека закрыть за попытку организации переворота и чего угодно еще. Поэтому... Нужно просто отстаивать свои голоса всеми Вы законными лічыце, што ў яе методами. гэта абарона, каб дайсці да дня галасавання, Я не быць думаю, знятай? что у большинства людей это, да. Формулировки должны быть очень осторожные, мне кажется. Плюс, когда кандидат призывает людей к чему-то радикальному, это сразу отталкивает людей, которые не готовы к радикальному. Вот. Мне кажется, это очень правильно. Ці змяніліся настроі ў кампаніі пасля арышту Виктора Бабарыкі? Вы знаете, я не готов говорить за всю компанию, потому что я просто не общаюсь с таким количеством людей. Но мне кажется, что, как и вообще на многих людей, которые активно следят за компанией, естественно, эта новость повлияла как-то. То есть какие-то люди, очевидно, разочаровались очень сильно. И это была первая даже моя реакция. То есть все, кажется, что все закрыли. Но потом, после объединения штабов, мне кажется, люди, наоборот, по такой траектории вверх пошли, потому что это было очень классное, логичное решение. Вот. Але на што надзея, калі на падлік галасоў, на сумленны падлік надзеі мала? На что? Смотрите, мне кажется, что мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть. О чем я говорю? Первая была попытка — это попасть в ЦИК. Нас туда не пустили. Дальше наблюдателями быть. Тоже, видимо, уже не светит. Дальше это агитация. То есть нужно всеми силами помогать независимым кандидатам, чтобы они победили. Если уж мы хотим сделать так, чтобы Беларусь стала лучше в ближайшие 5 лет. Вот. И дальше прийти в день выборов, проголосовать. Это следующий этап. А дальше смотреть, что будет. Возможно, понятное дело, что это где-то утопический сценарий, что когда люди в избирательных комиссиях, председатели увидят, что действительно огромный перевес за независимого кандидата какого-нибудь одного, то, возможно, в них что-то щелкнет, и они посчитают правильно. Возможно, нет. Часам, напрыклад, тых жа новых людзей, якія прыйшлі ў палітыку разам з Бабарыкам Цыўкалам, запісаліся ў ініцыятыўнай групай, некаторыя больш, скажем, сталыя удзельнікі палітычнай барацьбы, не то што аб'яднавачваюць, а заўважаюць такую тэндэнцыю, што, магчыма, яны трошкі недаацэньвалі, што такое беларуская палітыка, і не зусім гатовы да доўгай і сур'ёзнай барацьбы. Ім здавалася, што на гэты месяц-два прыйдзем, пераможам і ўсё далей. Вашы ўражанні ад кантакту з людзьмі, это сапраўды эмацыйныя людзі прыйшлі на некалькі дзён тыдняў, ці, можа быць, яны гатовы да таго, што прыйдзецца заставацца палітыцы і пасля 9 жніўня? Мне кажется, что все-таки люди готовы к какому-то марафону, да, к тому, что изменения быстро не произойдут. И мне кажется, да. Сначала, конечно, наверное, всем казалось, что сейчас мы тут за 2 месяца быстренько все поменяем. Но мне кажется, с этим опытом приходит понимание, что, возможно, нет. Нам придется и дальше законно отстаивать свои права. Как это и сейчас делается на протяжении уже скольких месяцев. Мне кажется, что люди понимают.
Па вопыце мінулых палітычных кампаній, прэзідэнцкіх выбараў і парламенцкіх, многія палітыкі казалі, што спачатку ідзе такая хваля людзей, якія прыходзяць у апазіцыйныя партыі, нейкія грамадскія рухі, а потым адчуванне расчаравання, бо людзі б'юцца ў сцяну, выніку няма. Вось па-вашаму, вось гэтая гатоўнасць сапраўды біцца ў сцяну і зламаць турмы муры, яна ёсць, ці гэта па вялікім рахунку тое самае, што мы назіралі 20 гадоў? Ну, смотрите, я могу рассказать немножко про себя. У меня такого разочарования не будет, потому что такое разочарование уже было. Я был школьником во время площади 19 декабря. По сути, это первая, наверное, президентская кампания, за которой я как-то активно следил и в какой-то степени даже участвовал. Сейчас уже, наверное, можно об этом говорить, меня точно никто не посадит. Я распечатывал какие-то листовки и расклеивал там по подъездам. Да, мне, наверное, пару штрафов должно за это прилететь, потому что это незаконные места, да. Але адміністрацыйная справа Да, мае адміністрацыйная. тэрміны даўніны, таму ўжо нічога не будзе. Отлично, да, я точно так же думал. Вот, и, естественно, мне тогда очень нравился Олесь Михалевич, потому что он был такой очень интеллигентный, вот это мой типаж. Вот, и мне казалось, что все возможно тогда. Так случилось, что я тогда... естественно, площади никакой я не был, я был в школе еще, и так получилось, что в это время я был в поездке. И я возвращался в Беларусь, мы остановились на какой-то заправке, и я вижу по телевизору там размещенному, что по Евроньюз показывают, как ОМОН бьет людей. И вот это было первое самое глубокое разочарование, состояние какого-то шока. То есть я, по сути, еще школьник, вообще не ожидал такого. И я понимал, что это вот происходило там 2 часа назад в километре от меня. Это было страшно. Мне вообще было такое ощущение, я приехал в родной город, и мне казалось, почему люди, которые ездят в автобусах, там хотя бы не обсуждают это, почему все не возмущены. А был обычный день. Але многія Вот. кажуць, што гэта выбарчая кампанія яшчэ больш жорсткая. Ужо яшчэ не было галасавання, большая колькасць затрыманых, арыштаваных, заведзены крымінальныя справы. Вось гэтыя хапуны на вуліцах Мінска, якіх не было ў 10-м годзе. Расчаравання няма. А расчаравання няма. Смотрите, тут почему мы думаем, что разочарования нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне кажется, разочарования нет, потому что изначально люди как-то очень другой настрой. То есть тут нет такого, что вот если у нас не получилось это, то все, мы расстроились, и пошли по домам. Нет, люди, мне кажется, прекрасно понимают, что это работа в долгую, что да, не получится быстро что-то поменять. Потому что власть все равно находит, как не допустить в ЦИК, не допустить наблюдателей, запретить стоять в очереди в ЦИК с жалобой, да, Потом сказать, что мы не справляемся разгребать эти письма, поэтому вот вам ответ на сайте. Мне кажется, люди понимают это, что в какой-то момент все-таки система должна сдать какой-то сбой. Нельзя придумывать на все подряд какие-то отговорки. И опять же, да, про разговор про спринт это или марафон, всем очевидно уже, что это марафон. И вот эта активность про принятие Конституции 1994 года, да, тоже людям очевидно, что это марафон, там многие месяцы будет длиться. Вот. Я думаю, что, конечно, у определенного количества людей, которые более глубоко все воспринимают, у которых... в целом, мне кажется, сейчас люди, коронавирус, да, какие-то экономические изменения, что люди стали более чувствительные, мне кажется, ко всему. И поэтому, естественно, какое-то разочарование есть. Но мне кажется, мы справимся и не будем унывать прям совсем и продолжим это. Вы видите, бачыце ўжо нейкія ў гэтай сістэме, ў гэтай дзяржаўнай сістэме Трэшчыны. Так. Я, к сожалению, не могу посмотреть на всю систему, но мне кажется... Вы ходили, подавались в эту выборчую это же очевидно, что чем жестче все закручивается, очевидно, что причиной одна, что люди не верят, что действующий президент может честно выиграть. Мне кажется, это очевидно. И каждый такой шаг, недопуск и так далее, и так далее, и так далее, он только убеждает людей, мне кажется, в том, что реальные рейтинги низкие очень.
Максим, на заканчэнне нашай размовы такі жанр бліц-пытанні. Мы Да. зададзім вам 5 пытанняў. Не абавязкова адказваць адным словам, але дастаткова кароткія адказы прадугледжаны ў гэтым жанры. І першае пытанне: што б вы сказалі пры сустрэчы Александру Лукашенко? Я бы сказал ему, что хватит, надо уходить. Вы разглядаете хотя бы теоретично магчимость эмиграции? Да. И я рассматривал это очень давно, еще вот когда разочаровался первый раз. Мне хотелось поступить там в ЕГУ и жить где-нибудь в Европе. Знаете, это как качели. То ты посмотришь новости в интернете, тебе кажется, надо уезжать. Знаете, не хочется уезжать в состоянии, когда я проиграл и все плохо. Это вот как с увольнением на работе. Да? Нужно уходить на пике. Или как в спорте. Нужно уходить, когда ты в выигрышной ситуации. И не хочется уезжать, когда... Вы, наверное, намекаете на то, что если типа выборы пройдут по сценарию власти, выиграет действующий президент, все расстроятся, и наверняка Это будет один волна з эмиграции. прогнозаў, што Да. перамога Лукашенко будзе мець наступствамі Потому что такое хвалю уже было. эміграцыі. Да. Асабліва Но- маладых, да. перспективных Но людей. нет, в такой ситуации уезжать не хочется. А если все поменяется, то почему бы не пожить год-два в другой стране? Это очень классный опыт. Нейкі лагічны працяг таго пытання. Наступнае: што дае вам надзею ў жыцці? Не знаю, люди другие, потому что у нас в стране и вообще в мире живет очень много классных людей, с которыми приятно жить, общаться, что-то создавать вместе. Это очень простой вопрос, мне кажется. А конкретно у дадзенай нашай беларускай ситуации? В этой ситуации, опять же, люди, вы же видите, сколько прекрасных людей активничает, какие у нас прекрасные кандидаты, в конце концов, люди, которые приходят на пикеты, какие они все классные. И, вот это супер. Мне кажется, это первые такие выборы, когда мы все посмотрели друг на друга не с позиции что ты сделал, типа, для страны, а с позиции, вау, смотрите, как нас много, какие мы классные, и мы сможем что-то изменить. Калі ахарактарызаваць гэтыя выбары адным словом, то што гэта будзе за слово? Хороший вопрос, одним словом. Я думаю, что победа пусть будет. Як вы думаеце, дзе вы сустрэнеце 10 жніўня, это наступны дзень пасля дня галасавання 9? Слушайте, есть хорошая история, потому что 10 августа день рождения у моего хорошего друга и годовщина отношений с моей девушкой. И на этот год, к сожалению, мы пока не строим планы, поэтому не знаю. Хотелось бы, конечно, встретиться, как обещал Вадим Прокопьев, где-нибудь за бутылочкой шампанского с друзьями, но не знаю. Хотелось бы, да, праздновать. Ну што ж, дзякуй за размову. У эфіры Белсату была размова Vox Populi, голас народу, серыя праграмаў, куды мы запрашаем людзей, якія раней не вызначаліся палітычнай пазіцыі, але на гэтых выбарах усё змянілася. І сёння нашым госцем быў Максім Паршута, чалавек неабыякавы, а вялі праграму мы, Святлана Калінкіна і Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.